добре. Этот малый Артем Нелегин, ветеран бара. Мне он натыл, мой кюстях, он сердек великий был. Я вот очень хотела почитать вашу книгу, которую вы подготовили к юбилею, да, именно по Актёмскому наследию. Потому что наш университет, прежде всего, конечно же, устанавливая связи с наследниками, и в том числе, конечно же, с такими учебными заведениями, какие есть здесь, в Улусе, например, мы прежде всего смотрим на то, чтобы мы понимали, как нужно развивать интеллект народа, населения, который, конечно же, в данный момент проживает в конкретном Улусе. Я долго говорить не буду, но вот мне очень нравится в Кангаласском Улусе, но это вы прекрасно знаете, еще со времен Валентины Петровны, когда она здесь работала. Я уж не говорю там про такие выдающиеся личности, которые здесь раньше жили. Я с детства обитала в Небегунцах, например, там директором школы работал мой родной дядя Владимир Васильевич Михайлов. Это было давно, я еще была маленькая. Но то, что есть очень хорошие гостеприимные люди, трудолюбивые, очень всегда занятые. И потом, когда я уже познакомилась с Михаилом Ефимовичем, когда стала работать в министерстве, я все время недоумевала, а почему же Михаил Ефимович актёмцам делает замечания? В части того, что надо школу свою любить, надо в школу ходить, надо, значит, это построить, то построить. И вот мы когда с Валентиной Петровной насчет этого говорили, конечно же, думали о том, что, конечно, это не просто замечание, это пожелание. И сегодня эти мудрые слова, наверное, мы можем сказать, они частично реализовались. Ну, у нас есть очень много тестовых таких опросных заданий. Вот я сегодня с директорами школы разговариваю прямо здесь. Вот очень благодарна за приглашение, Василий Климович. И между делом, работая, сегодня вот с директорами мы решили, что не будем только останавливаться на тех показателях, которые добилась такая прекрасная школа, как Актёмская. Директор, где у нас школы? Я вот сегодня с ней познакомилась, вот она, да. Умнички. Я думаю, что вы как раз то, что задумали, и то, что, о чем вы недавно выступали на большой-большой конференции, конечно же, это прежде всего воспитание личности, о чем наш Михаил Ефимович всегда говорил, воспитание личности тех именно выдающихся, известных, заслуженных своим трудом, трудолюбием, своим стремлением к знаниям. Именно таких людей доверено работать сегодня вам, например. В лицее вашем, Валентина Петровна, кто после вас сейчас работает директором школы? Мичел Иванович. А где он, Мичел Иванович? Вот он, да. Я сегодня познакомилась с вашими заместителями, и очень тоже надеюсь, что в свое время, в 97 году, у нас даже был спор такой небольшой с Михаилом Ефимовичем. Он совершенно правильно говорил, что компьютер никогда не заменит учителя. Но я при этом ему говорила, что учителя, который не умеет работать на компьютере, заменит учитель, который умеет работать. Да? Но это вот такая, к сожалению, уходящая линия. Сегодня практически каждый, от малого до велика, сегодня мы понимаем, что такое цифровые технологии, информационные технологии, и каким образом они меняют нашу сегодняшнюю жизнь, например. И вот в этом плане, какова же роль наших школ и такой большой структуры, как Малая академия наук, которая была создана на хорошей идее. Идея практически собрать весь физико-математический ресурс Российской Федерации, а еще таких стран, как Великий Китай, например, как Республика Корея, Япония, Франция, Германия, Бельгия, значит, Румыния. Это практически, наверное, надо очень обладать масштабным таким мышлением, огромным, наверное, такого уровня мировоззрением для того, чтобы это продумать в маленьком, при маленьком селе. Но по сравнению даже с городом
Покровск, например, конечно же, ваш наследник очень маленький, но он знаменит тем, что здесь родились, жили, учились и, конечно же, постигали азы знаний, азы науки, такие великие люди, которые стали со временем непререкаемым авторитетом для всего населения нашей республики и нашей Российской Федерации. Я как-то недавно вспоминала о больших и малых уроках нашего первого президента. И получила, Михаил Ефимович, очень много откликов в части того, что надо, конечно же, нам всем создать живую книгу, посвященную Михаилу Ефимовичу. Я думаю, что в скором времени мы это организуем. А сегодня я хочу сказать о том, что мы, наверное, все согласны с тем, что наш Михаил Ефимович задал нам новый стиль жизни, новый вектор развития и экономики, и всей социальной сферы. Мы с этим были согласны, и мы живем теперь в тех условиях, которые создавались по этим программам, по этим планам. И, конечно же, мы гордимся тем, что мы именно та республика, которая имеет огромную территорию, что у нас есть высочайшего уровня кладовые, скажем, есть природные ресурсы, но, как всегда говорил мудрый наш президент, это важно, это нужно, но не это главное. Главное – это люди. И вот то, что у нас есть подрастающее поколение, у нас с вами есть дети, ученики, студенты, молодые люди, которые стремятся учиться, постигать науки и, конечно же, быть полезными своей родине. Наверное, в этом заслуга педагогов Хандаласского вуза, педагогов Актемского наследия, ну и, конечно же, таких людей, как наши лидеры. Я не буду говорить о том, что вы понимаете, что дает сегодня образование, но вы, как учителя, многие из вас, как педагоги, как деятели культуры, которые постигли азы образования и азы культуры, конечно же, вы понимаете о том, что какое значение имеет, например, национальная культура. И когда в начале 90-х Михаил Ефимович говорил о том, что национальный эпос Олонхо может стать сокровищницей, сокровищем, шедевром всемирного наследия всего человечества, мы мало этому верили. Но в течение 10 лет нам удалось добиться. И сегодня мы гордимся тем, что якутский героический эпос Олонхо вошел именно в тот список, который сегодня называется шедевром мирового культурного нематериального наследия народов мира, всего человечества. Вот за это, конечно же, мы благодарны практически всем тем, кто жили до нас, кто это все сохранил, довел и практически развивал благодаря именно тем моментам косвенно, опосредованно, а может быть и прямо, чтобы наше подрастающее поколение владело им. Ну и, конечно же, ваш природный парк Ленские столбы, который в 1985 году создал Михаил Ефимович Николаев, сегодня тоже является ВУЦом. Я вот сегодня внизу на выставке у некоторых школьников спрашивала, что такое ВУЦ. Из 4 один только правильно сказал, что ВУЦ это, я понимаю, это, наверное, какая-нибудь высшая ценность. Да, ВУЦ это высшая универсальная ценность, сокровище мирового наследия. А один подросток сказал, что ВУЦ это военный учебный центр, который будет создан с ВФО. Но это тоже, с одной стороны, правильная такая аббревиатура, которая очень хорошо, что наше подрастающее поколение понимает. Но вы понимаете, какие сокровища есть в вашем улусе. Я желаю вам всем успехов. И от вашего имени в связи с юбилеем я от 20-тысячного коллектива
Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова хочу сегодня вручить памятную медаль серебро, всего 30 грамм, номинальная стоимость 3 рубля. Это Центральный банк Российской Федерации, это монетный двор Российской Федерации, но рыночная стоимость в 2500 раз больше. А еще мы с вами ожидаем, что в год, наверное, следующего столетия молодое поколение, надеюсь, конечно же, будет жить в те времена, а мы будем понимать, что первое столетие нашей республики проходило в такой хорошей, дружественной, доброжелательной обстановке, несмотря ни на что, ни на санкции, ни на то, что проводятся какие-то операции и так далее. Главное, чтобы мы все были вместе, вот как отметил ваш глава. Спасибо вам большое за внимание. Всем желаю успехов и хочу этот подарок вручить. Спасибо.